А на сегодня шокирующая гипотеза? Нет. До встречи в программе «Самые шокирующие гипотезы». Каждый день с понедельника по пятницу, как всегда, в 18:00. Это программа «День с толком». В студии Ирина Корчагина. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Готово на 30%. Как движется строительство развязки на Змеиногорском тракте? Они спасают тысячи людей от пожаров, а лес называют своим богатством. Как лесники отмечают свой профессиональный праздник? 3 призера Олимпийских игр, 17 чемпионов и призеров мира. В Барнауле стартовала Алтайская регата. Сегодня в Барнауле простились с Людмилой Рублевой. Она была единственной женщиной-скульптором в Алтайском крае. Женщина родилась в Грозном, в Барнаул переехала в 1962 году и здесь состоялась как профессионал. Очень много ее работ хранятся в алтайских музеях. Памятники и мемориалы, созданные ей, находятся в разных уголках края. Так, памятник Николаю Ядринцеву стоит в Нагорном парке. Алтайский герой великан Сартакпай. На Горно-Алтайской улице в селе Мамонтово расположен мемориал воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Людмила Рублева не скупилась на творческие секреты и преподавала в Новоалтайском государственном художественном училище. Обучала рисунку, скульптуре и пластической анатомии. Она награждена медалью за доблестный труд и знаком Министерства культуры России за достижения в культуре. Ну а мы переходим к другой теме. Многоуровневая развязка на пересечении ленточного бора, Змеиногорского и Южного трактов готова на 30%. Наша съемочная группа сегодня побывала на объекте, к которому сейчас приковано внимание даже федеральных чиновников. С каждым днем все ближе к развязке. Масштабные работы на пересечении ленточного